Как вы могли заметить, на улице потеплело, и поэтому мы не смогли остаться на земле. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен городу, нашему замечательному, красивому Якутску. Ну не зря же он сегодня с нами в одном кадре, и ведем мы сегодня вместе с городом. Да, сегодня наш соведущий, гость нашей программы – город Якутск. Первый наш материал подготовил Славик Брешев. Он на улицах города спрашивал наших горожан, что они думают о жизни в городе, о плюсах и минусах. Поздравляю всех с праздником, мы живем в самом прекрасном городе, но у нашего города есть плюсы и минусы, да? Вот какие минусов много, да, и плюсов много. Вот какие минусы у нас есть в городе? Скажите, пожалуйста. Давайте с минусов начнем, да? Дороги, мусор. Да. Много или мало? Много. Много – это плохо, мало мусора – это нормально. Ага. У нас очень пыльный город. Невозможно пыльный, да. И с ребенком погулять особо негде. Например, очень грязно. Особенно на окраинах. Вот. Вода плохая, желтая до сих пор. Вода грязная, а поэтому рубашку даже не постирал. Нормально вроде. Слишком пыльно, и люди много мусорят. Безалаберно вот относятся люди, понимаешь? А почему? Потому что уже привыкли, понимаешь, к этому. Очень мало детских площадок. Детям негде играть. По Кальвице идешь, тротуаров нет. Много улиц здесь, не буду просто называть. Грязно. Грязно. Да, есть такое грязно. Мало зелени. Мало зелени. Так, мало зелени. Что еще у нас? Мало парков. Ну как-то жарковато сегодня вообще. Это минус, что ли? Ну это как бы и плюс, и минус. Но как ты видишь, потеют все как бы выпускники, жарко же вообще сильно. Город хороший, люди хорошие, но бывают наглые люди. Летом очень пыльно. Мусорки, вообще их мало. Мусорки не устраивают, что ли? Да, но их слишком мало. Ну, то, что продают алкогольные напитки, после 8 же не разрешается. Что не устраивает? Зря вы спросили меня, молодой человек, серьезно. Почему зря? Потому что... Лекцию вы мне сейчас прочитали? Нет, сплошной негатив. Может, он зеленый становится, это плюс. Вы видели, у вас обувь какая была недавно? Но она не зеленая. Пыльная обувь была у вас. Это минус, пыль. Это пыль, грязь. Много машин, парковок нету. Ну, может, мальчики недружелюбные сейчас? Дружелюбные? Да, дружелюбные. Минусы, да, пыльно. У нас очень дорогой интернет и пыльно. Вот, допустим, дорогой интернет. Зато больше времени, чтобы читать. Зато в дорогом интернете больше дорогих друзей. Вот дороги у нас. Это моя больная тема, да, конечно, это дороги. Хотя сейчас активно начали делать дороги, ну, это правда, да, и нам сделали весь Сергелях, сделали автодорожную. Как бы сейчас уже немного легче стало ездить. Еще, на самом деле, из детских времен вспоминаешь вот якутские дороги тем, что вот едешь на автобусе, когда маленький, еще на муниципальном, на сарайчике, да, и знаешь всегда, где самая такая вкусная кочка. Дороги, на самом деле, да, оставляют желать лучшего. И самое главное, не только в городе, но и в республике. Когда ты едешь вот до въезда в республику, вообще все прекрасно, как по взлетно-посадочной полосе. Как только ты заезжаешь, там кончается асфальт, начинается просека. Так у них место вечной... В лесу. Так у них-то вечной мерзлоты нет. Ну, ты прям видишь, где она кончается. Там просека в лесу, ты туда заезжаешь на грунтовку, и все, следующие 2000 километров. На самом деле, это и минус, что у них хорошая дорога. Вот у меня знакомая, она не может ездить по ровной дороге. Она говорит, у меня нога затекает. Она привыкла ездить здесь по нашим плохим дорогам, то что педаль всегда и нога на газ, тормоз. И у нее как-то нога, ну там, не отекает. А вот когда ты едешь монотонно, у тебя нога только на газ, она говорит, я не могу ехать. Для этого круиз-контроль как раз используется в городе. О минусах больше не будем, теперь о плюсах. Что у нас хорошего в прекрасном городе нашем? У нас знаменитые артисты мирового уровня. У нас хорошие, добрые люди, отзывчивые. У нас самая хорошая школа номер 17. Дружелюбный народ, чисто, красиво, уютно, все гуляют, радуются. Плюсы то, что вот садим зеленые насаждения. Очень хорошо. Солнышко светит. Что еще у нас хорошего в городе? Все, только солнышко светит. Хорошие люди, хорошие. Ведется очень большая работа по озеленению, по облагораживанию.
А в центре вообще мне очень нравится. Ребята на великах катаются, вот занимаются спортом, ролики и все такое. Ну, все хорошо. Город с каждым разом хорошеет. Город стал зеленый, цветов много, и это очень радует. Ну, тут не как в больших мегаполисах, как бы люди, если один раз увидел, то в следующий раз его обязательно встретишь, но это плюс. Ты ко мне подошла второй раз? Ну, если бы встретила, возможно, да. Но отдалены от центра у нас все-таки получше, чем в центральных городах. Люди хорошие, дружелюбные. Музеи, кино и парк, где можно в лесу гулять. Дома красивые, зелень появилась, это очень важно. Погода вообще у нас на самом деле хорошая. Ну, если привыкнуть. Если, конечно, зима, она холодная, но как-то уже привыкшим людям погода хорошая. Ну да, зима это горки, льдышки, там сосульки. В смысле, зима это было плохо или зима это было хорошо? Нет, зима это тоже было хорошо. Как плюсы, ну, люблю я этот город. Хочется, чтобы он был лучше. Ну, хочется. Но и так пойдет. А так нормально, что? Мне все здесь нравится. Все нравится. В пирамиде Маслоу. Знаете? Да, я знаю, я учился на кафедре. Это пирамида из масла, короче. Пирамида из масла, из брусков. Да. Выложен зиккурат такой. Вот в экономическом плане первичные потребности человека там в еде, в крыше над головой, в интернете на самом деле вполне себе удовлетворяются в нашем городе. Правильно? Да. Правильно. У нас маленький город, и все совсем неподалеку. Пешком я могу преодолеть любые расстояния в этом городе, хоть откуда, хоть докуда. Жили бы мы в каком-нибудь огромном мегаполисе, мне бы в любом случае пришлось бы пользоваться общественным транспортом, мне бы пришлось иметь хотя бы велосипед. У меня ничего этого нет, у меня есть самокат, и я себя прекрасно чувствую. И когда говорят, вот мне ехать с одного конца города до другого, это очень звучит долго, а на самом деле 30 минут максимум. Мне очень нравятся, особенно новостройки, очень такие модненькие, которые неожиданных цветов, неожиданные цветовые решения, неожиданные какие-то дизайнерские подходы, какие-то там кругляшки есть необычные, там псевдовходы, псевдовыходы, а на самом деле вход один. Да, потому что ты приезжаешь в некоторые маленькие города, ну, примерно там сопоставимые с Якутском. Ну, там деревяха одна стоит, нет, и мужик чалится с ружьем. Нет, и там типовые вот эти многоэтажки, как бараки. Нет, я даже не бараки, знаешь, как муравьиная ферма. Как муравьиные домики. Вот, кстати, вот там такой стоит муравьиный домик. Огромный плюс, знаете, в чем? Что приезжают мои друзья из других городов, я говорю, сейчас я вам что-нибудь покажу. В такой же ситуации им приходится меня возить, я устаю, я просто по центру их провел, говорю, так, телевышка, старый город, вот здесь у нас вот новое здание, вот новостроечка, здесь, посмотрите, вот здесь мамонт, все. Домой пошел, и они счастливы, и я уже вот сижу. Наш город не отстает от тенденций и мероприятий российского уровня. И недавно у нас прошла ночь в музее. У нас не одна ночь в музее была. Все музеи города как бы подхватили, так сказать, инициативу и провели. Да, ну и мы побывали только в одном музее, где была самая крупная культурная программа. Было бы здорово сделать вход бесплатным, а выход до определенного времени платным. Тогда бы это реально была ночь в музее, и никто бы там не уходил, и все бы там радовались. Пришлось бы. Я пришла сюда уже второй раз на ночь в музее. Я нашла здоровскую стену со стикерами, на которой можно рисовать, и простояла в ней около часа. Я лично из картин люблю пейзажи. Мне очень понравился один пейзаж, я не вспомню сейчас автора. Задержалась на этой картине, очень долго стояла. Это что-то вызвало у меня воспоминания из детства, что ли, даже. Мне нравится то, что здесь рисуют дети, очень замечательные рисунки. И так тепло, так как-то, не знаю, по-родному так все. Ночь в музее – акция международная. Двери музеев открыты для всех, кто любит искусство или хочет попытаться его полюбить. Ведь порой кажется, что все это слишком далеко от нашей повседневной жизни. Но стоит обратить внимание на что-то одно, как тебя захватывает этот творческий поток, эмоциональный и чувственный. Здесь намного больше посетителей, чем я думал. И общая атмосфера, она достаточно сумбурная. Все мероприятия проходят параллельно. Посетители вокруг них собираются хаотичными кучками, стихийно.
Национальный художественный музей является флагманом культурным. И это не только музей, где, как в старом понимании, хранилище каких-то артефактов. Место, где собираются интересные люди и создаются интересные события. Удивительной была аудиоинсталляция «9» Егора Федорова. Не вглядывайтесь, вы ничего не увидите. Основа инсталляции – это звуки. В звуках заключена, мне кажется, душа места, человека, события. Каждое помещение имеет свой собственный звуковой портрет. Но вот сейчас вот мы стоим здесь, это большое пространство, здесь находится много людей, шаги, голос и такое полная полифония. Мне очень нравится звук, который здесь находится. Нужно его записать. Ночь в музее собрала и музыкантов. Живопись звуков – это джазовые зарисовки и волшебная арфа. Вот сидишь дома на диванчике, думаешь, не сходить ли в музей, вряд ли. А тут как бы мероприятия, билетики продаются, можно как бы интересно сходить. Если такие мероприятия будут проводиться чаще, и они будут проводиться еще более интересным образом, то я считаю, это принесет пользу определенно. В последнее время наш город стал очень развиваться, очень много новостроек. Новых магазинов, новых мест, где можно провести свободное время. Если мы сейчас уже как бы комфортно себя в нем чувствуем, я думаю, что лет через 5 этот город будет просто сказка-мечта. Потому что вот она природа, мало народу. Фу. Любите ваш родной город, он этого заслуживает. Заходите в наше сообщество Проб ТВ, общайтесь с нами, мы будем ждать. Друзья, а с вами были Илья Кэп-Цой, Анастасия Гриневецкая, Александр Горбунов и любимый город Якутск. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Якутский колледж инновационных технологий продолжает набор абитуриентов на базе 9 и 11 классов по следующим специальностям: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. Справки по телефону 36 91 91. Якит. Будущее в твоих руках.